Аптанын актуалдуу жаңылыктарынын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйү болду өңдөнөт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлүп, мүлктү каттоо жүрүп жатканын билдирген эле. Ал арада Атамбаевдин тарапташтары анын үйүн социалдык жай уюштуруу демилгесинен кийин бийлик мүлктү алууга аракет кылып жатканын айтып чыгышкан. Биз ушул теманын айланасында Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаеваны кепке тарттык. Мурдагы президенттин жубайы азыркы тапта башкы темага айланган бул үйдүн тарыхы жана азыркысы тууралуу баяндап, сөз арасында кезинде Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин баш болгон бир катар президенттер келгенин айткан ал, бул үй алардын жападан жалгыз баш калкалай турган жай экендигин, бул жерден эч жака кетпей тургандыгын жана абактагы жолдошун дал ушул үйдөн күтөөрүн баса белгиледи. Конечно, это нам очень отрадно. Был саммит. Это был сентябрь 2016 года. Большой саммит проходил с участием лидеров стран СНГ. И в Бишкеке эти совещания проходили. И затем в Уркуне-Атабеите было открытие вот этого монумента памяти событиям, которые произошли, как вы знаете, в 1916 году. Наша страна, единственная страна в Центральной Азии, которая провела это мероприятие, открыла монумент памяти погибшим нашим кыргызстанцам вот в те годы. И, конечно же, первыми нашими гостями вот в этом доме это были лидеры стран, президент России, Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, президент Армении был Саркисян, а также премьер-министр Молдовы. Вот я где стою, на этом месте, это семейное фото, вот лидеры этих стран, и также дети наши, семейное фото у нас есть. Вот именно на этом месте я и стою. Поэтому я хочу также сказать и обратиться к властимущим, что если и дальше будут попытки отбирать дом, какие сейчас уже начались попытки отобрать дом, я хочу властимущим сказать, чтобы они не продолжали позориться, потому что те события, которые уже происходили здесь, в этом доме, достаточно. О них знает не только каждый кыргызстанец, о них знает уже почти весь мир, когда действительно был захват таинственный, когда Альфа перелазила через вот этот забор, как вы знаете, с оружием в руках, и стреляли по мирным жителям, которые пришли просто поддержать нас, семью и Алмаз Шашеныча. Я сама кыргызстанка, я здесь родилась, я здесь выросла. У нас нет другого жилья, это наше единственное жилье. Поэтому мы здесь, я хочу остаться жить, я здесь останусь, и я здесь буду ждать своего мужа Алмазбек Шашеныча из тюрьмы. Уважаемый Алмазбек Шашенович, уважаемая Раиса Минахметовна, дорогие друзья, дамы и господа, только что завершились переговоры с президентом Киргизии, которые, как всегда, прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Хотел бы еще раз поблагодарить вас, уважаемый Алмазбек Шашенович, всех наших киргизских коллег за открытость к сотрудничеству и искреннее стремление развивать обоюдовыгодное многоплановое взаимодействие. Россию и Киргизию связывают вековые традиции дружбы и добрососедства, прочные узы стратегического партнерства и союзничества. И этот надежный фундамент позволяет нам уверенно продвигаться вперед. Я предлагаю тост за укрепление дружбы между Россией и Кыргызстаном, за благополучие процветания наших народов, за здоровье всех присутствующих, за здоровье президента Кыргызстана.